Погранвойска Таджикистана обвинили кыргызского министра обороны в разжигании межнациональной розни. В Кыргызстане разрешили добровольную мобилизацию и выдачу оружия гражданским людям в особых случаях. Гражданскому активисту из Памира Уразу Вазирбекову предъявлено новое обвинение о присвоении средств. Украина может остаться без света на многие месяцы. Управление погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан по Сагдийской области обвинило министра обороны Кыргызстана в том, что способствует разжиганию межнациональной розни, нанося вред межгосударственным отношениям. Провокационные высказывания политических и общественных деятелей Кыргызской Республики приводят к росту напряженности на границе, потере доверия противоречат взятым сторонам обязательств, говорится в опубликованном агентстве Хувар 20 октября заявление погранведомства. Министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов заявил 19 октября на пресс-конференции, что без посредничества третейского судьи, а той же ОДКБ, в деле демаркации границы с Таджикистаном не будет достигнуто результата. Управление погранвойск ГКНБ Республики Таджикистан по Сагдийской области считает, что заявление кыргызского министра направлено на обострение ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе. Бекболотов указал на то, что проблема делимитации демаркации границ будет продолжаться до тех пор, пока не будет осуществлен отвод тяжелого вооружения с линии государственной границы. Однако, вопреки этому, им также было заявлено о приобретении Кыргызстаном зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора-2ПМ», который будет размещен в Баткенской области, говорится в заявлении. Власти Таджикистана призвали к недопущению распространения заявления чиновников Кыргызской Республики, способных привести к эскалации напряженности обстановки, разжиганию вражды и ненависти между народами. Депутаты Жугорку Кенеша Кыргызстана в 3 чтениях приняли ряд поправок законодательства, в том числе поправки о добровольной мобилизации и выдаче оружия гражданским людям в особых случаях. Об этом 20 октября сообщает 24.кг. Как отмечает издание, добровольная мобилизация предусматривает возможность и право каждого кыргызстанца, не имеющего судимости и психических расстройств, добровольно идти защищать родину. Поправка в закон об оружии подразумевает выдачу оружия пограничным уполномоченным сотрудникам и охотникам. Ранее, 3 октября, члены Комитетов по международным делам, обороне, безопасности и миграции парламента Кыргызстана рассмотрели законопроект, позволяющий в особых случаях выдавать оружие жителям приграничных районов Баткенской и Ошских областей оружия. Законопроект был одобрен в первом чтении. Позже, 18 октября, издание «Азатык» сообщило, что комитеты Жугорку Кенеша одобрили проект в 3 чтениях. Впервые подобные инициативы выдвигались еще в мае 2021 года. Тогда группа депутатов Жугорку Кенеша выступила с аналогичной инициативой, посчитав, что подобные изменения будут способствовать предотвращению фактов посягательства на территориальную целостность страны и содействовать в охране границ. Законопроект был разработан после очередного конфликта на кыргызско-таджикской границе в апреле 2021 года, однако поправки приняты не были. Уразу Вазирбекову, гражданскому активисту и одному из лидеров памирской диаспоры в Москве, предъявлено новое обвинение – присвоение средств. Об этом сообщили близкие активиста. Арас и Рамзи Вазирбековы пропали в Москве 29 июля. На следующий день стало известно, что он находится в СИЗО в Душанбе. В отношении Ураза Вазирбекова после ареста было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 307. Это публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан с использованием СМИ или сети интернет Уголовного кодекса Таджикистана. Один из близких Вазирбекова сообщил 20 октября, что к этой статье Уголовного кодекса следователи добавили новую статью 245 – это присвоение или растрата. Власти обвиняют Ураза в присвоении средств, которые бадахшанские мигранты отправили семьям, пострадавшим в ходе спецоперации таджикских силовиков в Хароге в 2012 году. Тогда он был председателем Харогской махаллы ОПД или Терчит. Арас Вазирбеков действительно вместе с другими известными в городе людьми занимался сбором средств для пострадавших, но я уверен, что Арас не взял себе ни копейки, говорит один из близких ему людей. Власти дело Араза Вазирбекова не комментируют.
родные задержанного активиста обеспокоены предъявлением ему нового обвинения. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович допустил, что украинцы могут остаться без электричества, тепла и воды на месяцы. Об этом он сказал в интервью журналистке Юлии Латининой. По его словам, работы по восстановлению поврежденной после ракетных ударов инфраструктуры могут занять какое-то время. За 2 дня все не починить. На данный момент около 1800 населенных пунктов остаются отключенными от света, воды и тепла. При этом он отметил, что украинцы посидят, так как умеют выживать. По его словам, зима в Украине ожидается теплой. Кроме того, многие украинцы помнят 90-е и знают, как выживать при нулевых батареях, добавил советник. Ранее, 19 октября, Укрэнерго предупредила о верных отключениях по всей территории Украины.